Альтернативные источники энергии приходят на помощь традиционным. Один из ярких примеров – солнечная станция в селе Ичугей Аймяконского района. Эксперты говорят, что ее эффективность крайне сложно переоценить. К тому же значительно снижается вредное воздействие на экологию республики. Подробности в материале Фултана Валареса. Эти тончайшие фотоэлементы отвечают за сбор солнечной энергии. Десятки панелей каждую секунду передают по кабелю ток на местную подстанцию. А он, в свою очередь, разносит ее в один из отдаленных населенных пунктов Якутии – село Учугей, где проживает около 400 человек. Днем энергию, да, солнечные дизеля стоят и накапливают. Потом ночью все автоматически дизель включается и стоит на аккумуляторе. Аккумулятор разряжается, и автоматически дизель опять заводится. И утро уже солнце уходит. Солнечные панели синхронизируются с дизельным оборудованием, пока единственным источником электроэнергии отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. Для повышения эффективности солнечных панелей они закреплены на специальной конструкции с поворотным механизмом. Это позволяет им в автоматическом режиме менять свое положение, двигаясь вслед за солнцем. Всего 10 лет назад территория вблизи села представляла собой один огромный пустырь. Сегодня это место напоминает что-то из области фантастики. Постоянные перепады с электроэнергией и круглосуточный шум от дизеля теперь ушли в прошлое. Конечно, было очень тяжело. У нас дизеля работали в летнее время 2-3 часа в сутки. В селе-то чувствуется в смысле того, что свет все время есть. Дизель не работает, очень шума нет, а свет есть. Внедрение альтернативных источников энергии, таких как солнечная и ветровая, позволяет значительно сэкономить дорогостоящее дизельное топливо. Эффективность станции, особенно в Якутии, с ее большими расстояниями, невозможно переоценить. Да, вот каждая тонна завозится далеко с Ханды. И, конечно, это очень дорого. И экономически было бы очень выгодно. Десятки солнечных электростанций, а также один из первых в истории отечественной энергетики ветропарк в Тикси. Работы по запуску подобных объектов и в других самых отдаленных территориях республики продолжаются. Фултан Валареса, Василий Соловьев, Аймяконский район, Якутия.